Добрый день, меня зовут Мируерт, и я представляю отдел музейной педагогики и проектной деятельности Музея искусств имени Абылхана Костеева. В этом видеоролике я хочу предложить вам познакомиться с творчеством одного из первых художников Казахстана Абылхана Костеева. Но для начала мне бы хотелось немного рассказать о самом музее и дать небольшую историческую справку. Государственный музей искусств имени Абылхана Костеева был основан на базе коллекции Казахской художественной галереи имени Тараса Григорьевича Шевченко, открытого в 1935 году, и Республиканским музеем прикладного искусства. Для посещения музей был открыт 16 сентября 1976 года, а уже в январе 1984 года ему было присвоено имя народного художника Казахской ССР Абылхана Костеева. В настоящее время Государственный музей искусств имени Абылхана Костеева является крупнейшим художественным музеем страны и ведущим научно-исследовательским центром в области изобразительного искусства. На сегодняшний день коллекция основного фонда музея насчитывает более 24 тысяч единиц. Абылхан Костеев был основоположником казахского изобразительного искусства, народный художник Республики Казахстан, лауреат Государственной премии имени Чокана-Валиханова. Он родился в 1904 году в селе Чижин, вблизи города Джаркента, ныне Алматинской области. Для изначального формирования Абылхана Костеева как художника на него, конечно же, повлияла окружающая среда, домашняя среда, в частности, его мама Калипан Шиганбай Казы, мастерица, народная искусница, которая с детства прививала ему любовь к красоте, народному творчеству. И плюс врожденный талант ребенка дал о себе знать. Жизненный и творческий путь Костеева был нелегким. После смерти отца с 8 лет он вынужден был наняться работать пастухом у аульного бая, затем в Жаркенте чернорабочим, а позже на строительстве Турксиба, начатого в 1926 году. Строительство важного объекта того периода, железнодорожная магистраль Турксиба, которая соединила многие районы республики и соседние в том числе. В 1928 году Абылхан Костеев начал работать в строительстве Турксиба, и он приобрел большую популярность благодаря своим рисункам. Все мы знаем, что Алматинский регион – это горная местность, и чтобы прокладывать железную дорогу, нужно было взрывать скалы. При взрыве на скале образовалась гладкая поверхность. Он нарисовал на камне большой профильный портрет Ленина, использовав масло от колес арбы. Это была его первая попытка создать монументальный портрет. Этот портрет был виден издалека и обращал на себя всеобщее внимание. И на комсомольском собрании было решено послать Костеева учиться. Природа сама способствовала тому, чтобы он стал художником. В Жаркенте он дружил с фотографом Саламатовым, по достоинству оценивший талант Костеева, который и посоветовал ему учиться на художника. И он же, его друг, без ведома художника, послал его рисунки в столицу. В те годы город Кызылорда был столицей Казахской ССР. И для Костеева было огромным сюрпризом, когда он получил персональный вызов из отдела народного образования, где его послали учиться в Алма-Ату. В Алмате Костееву порекомендовали обратиться в художественную студию Николая Гавриловича Хлудова. Хлудов приехал в Алма-Ату как участник научной экспедиции по Казахстану, член Императорского русского географического сообщества, художник-энтузиаст, большую часть своей жизни отдавший становлению изобразительного искусства Казахстана. У Хлудова Костеев проучился 2 года. Овладев элементарной профессиональной грамотностью, особенно композиционным и техническим приемом. И естественно, что многие работы художника несут черты подражательства Хлудову. Более отчетливо это видно в пейзажах, но Костеев трактует пейзаж по-своему. Он вносит в пейзажи элементы жанра и показывает природу деятельностью людей. Эта черта осталась характерной для всего дальнейшего творчества Костеева. По пейзажам Костеева можно проследить историю развития в Казахстане социального строительства, коллективизация, сельское хозяйство, постройка новых городов и поселков, индустриализация, рост животноводства и так далее. Одна из первых работ художника, портрет Кенесары, в 1936 году Костеев дарит эту работу в собрание Казахской художественной галереи. Здесь художник исполняет произведение в весьма интересной и своеобразной форме.
на основе словесного портрета. Кенесары хан изображен в национальной одежде, скрестив ноги на декоративном узорчатом ковре. На заднем плане изображены белая юрта, ставка Кенесары хана, вокруг него расселись мужчины, видимо, для обсуждения важного вопроса. На открытом пространстве мы видим отряд конницы. Как мы видим, портрет не выполнен в академической форме, как мы привыкли видеть в жанре портрета. Скорее, он выполнен в этнографическом характере. Но, тем не менее, образ Кенесары, написанный в национальном стиле, не только не мешает, но и дополняет этот самый образ, как образ активного борца за независимость казахского народа. В свою очередь, хотелось бы упомянуть, что многие первые работы художника были посвящены новой жизни колхозников. Он всегда пытался передать радость труда и красоту родной природы. Так, например, картина «Сбор хлопка», написанная в 1934 году, показывает как бы мечту автора. Он с детства знал, какая тяжелая работа земледельца, и человек мечтал придумать машину, которая могла бы облегчить этот труд. Мы видим, на первом плане изображены 3 женщины в процессе работы, но я прошу вас обратить внимание на то, что в их лицах не видно усталости, тяжелой работы. Наоборот, мы видим увлеченность, вдохновение, любовь к труду. Воздушные шарики хлопка, сочные краски на одеждах работников, они дополняют образ чистоты и преданности своему делу. Красный цвет означает энергию в жизни человека. Бескрайняя степь на заднем плане – это будущее, в которое смело и уверенно шагает человек. Костей всегда стремился передать правдивые черты новой колхозной жизни, а именно коллективный труд. Это мы можем увидеть на одной из ранних работ художника «Сенокос». Здесь можно добавить, что до поездки в Москву Костеев начинает работать в масляной технике, и эта работа одна из первых опытов художника. В этой работе художник передает явление так, как он его видит, во всех его подробностях. На картине высокий горизонт открывает бесконечное пространство с двигающимися по нему косилками. На переднем плане колхозники собирают скошенную траву. Обилие травы, машины и работа колхозников воссоздает правдивую картину трудовых будней. Большую роль играет пейзаж. Художник старается передать прелесть родной природы, с которой проходит повседневная жизнь казахского народа. В 1937 году Костеев возвращается в Алмату и вступает в Союз художников Казахстана. В этот период художник обращает свое внимание к теме прошлого и настоящего и стремится придать своим произведениям широкое общественное звучание. И, несомненно, к этой серии относится работа «Насильственный увоз невесты». Это произведение рассказывает о бесправии женщины в дореволюционном Казахстане. Это трагедия девушки, которую против ее воли выдают замуж. Картина изображает сцену похищения невесты в казахском ауле. Действие происходит ночью. 3 мужчин крадут девушку, наготове стоят лошади. Связанный отец девушки, плачущая мама, совсем беспомощны. Эта картина очень драматичная и выразительная. Колорит строится на сочетании холодных синевато-голубых красок, подчеркивающих пустые и тяжелые облака, передающие ощущение лунного света. На лицах мы видим страх, отчаяние и покорность. После картины «Насильственный увоз невесты» Костеев написал полотно «Колхозный той». Здесь он сопоставляет новый быт старому. Сюжет взят из повседневной народной жизни, посвященной труду и отдыху. Как мы видим, это уже большая многофигурная композиция с развернутым сюжетом. Здесь изображен праздник урожая, радость окончившего труда народа. Группа колхозников собралась вокруг красной юрты. Они, усевшись на ковре, пьют кумыс. Другие окружили танцующую девушку и музыкантов. Костеев останавливает внимание на всех деталях, говорящих о новом быте. Колхозники хорошо одеты, в красной юрте на столе разложены газеты и журналы, на полях видны тракторы. Действие происходит в яркий солнечный день. Передавая праздничное настроение колхозников, он ярко передает также состояние солнечного праздничного дня. Эта картина открывает целую серию работ художника на тему старого и нового быта казахов, в которых Костеев в яркой форме проводит идею преимущества советского строя перед тяжелым прошлым.
Помимо тематического и сюжетного разнообразия в работах Костеева возрастала требовательность исполнения в жанре портрета. И как раз в 1937 году Костеев написал композиционный портрет певца и композитора Жамбыла Жабаева, посвященный 75-летию творческой деятельности. Костеев лично был знаком с Жамбулом и общался с ним до конца дней. На картине Жамбул сидит на красочном ковре в юрте с домброй в руках. Наряду с портретом он показывает интерьер юрты, рассказывая подробно о особенностях народного быта. Все внимание сосредоточено на образе народного мастера казахского искусства. Если портреты Иманова или Абая или Валиханова были написаны со слов очевидцев, то здесь образ Жамбула Жабаева был написан с натуры и очень реалистично. Костеев выражал большой интерес к истории своего народа, к его революционному прошлому. Художник задумывает создать портрет национального героя Амангельды Иманова. Он хотел воплотить в его образе отвагу и мужество. Подготовительную работу Костеев начал с изучения истории восстания 1916 года в Семипалатинской, Акмолинской и Тургайской областях. Восстание пробудило трудящихся к революции и нанесло удар по царизму. Так как фотографии отсутствовали, Костеев поехал на родину героя в Тургай, и там он собирал материал о его жизни и привычках. Он искал сходства, общался с родственниками, составлял образ из рассказов соратников и друзей. В поисках внешнего сходства Костеев сделал много рисунков разных лиц. Портрет Амангельды был окончен в 1940 году и экспозировался на художественной выставке, посвященной 20-летию Казахстана. Амангельды стоит в полном боевом вооружении на холме и смотрит вдаль. На расстилающей позади него долине видны отряды повстанцев. Работа художника была высоко оценена в 1944 году, и Костеев был награжден высокой наградой народного художника Казахской ССР. Большую роль в творчестве Костеева играет любовь к природе казахского народа. Одним из излюбленных приемов художника является соединение пейзажа и бытовой сцены. Это можно увидеть и по работе «Колхозная молочная ферма». Сюжет очень простой. Семья Чабана варит курт, и белоснежные шарики сушатся на солнце. У входа в юрту стоит ребенок, поддерживающий свои штанишки. По-видимому, заметив художника, мальчик встал со своего места, потому что перед ним лежала ручка и раскрытая книга. Чуть дальше видна панорама широкой реки, на берегу которой расположены жилища чабанов. А рядом пасутся стадо домашних животных. На горизонте мы видим чистое голубое небо и снежные вершины гор. На другом берегу реки, на левой стороне картины, изображена женщина в городском одеянии. Этот отрывок показывает новое время. Перспектива картины заканчивается белыми облаками. Если внимательно присмотреться, можно заметить, что в композиции преобладают белые цвета. Это значит, художник думает смысл жизни в красоте белого цвета. Также особое внимание привлекает не совсем детское лицо ребенка на переднем плане. Может, это ребенок и в то же время старик. Таким образом создается впечатление, что взрослое лицо мальчика отражает огромное уходящее старое и малое наступающее новое. Как мы знаем, Абылхан Костеев много времени был чабаном и пас скотину. Так в работе «Стадо на Джайлау» художник своей внимательностью и чутьем передает красоту природы и ее величие. Эта картина изображает нелегкий труд чабана. Со временем Абылхан Костеев обращает свое внимание к промышленному пейзажу. Так в 1932 году Костеев пишет первую версию полотна «Турксиб» акварельными красками. Эта картина очень значимая и историческая для казахского народа. Само монументальное полотно масляными красками было создано в 1969 году. С одной стороны, эта картина связана с его биографией, а с другой это картина прошлого и светлого будущего. На картине мы видим исторический момент. Народ увидел впервые поезд, и в сознаниях людей присутствует страх и радость одновременно. Композиционный сюжет дан на фоне красивого природного пейзажа. Отчетливо показан старый и новый быт казахского народа. Художник сопоставляет караван железного поезда с дымящими трубами и караван верблюдов. Это говорит о том, что параллель прошлого и будущего будут всегда взаимосвязаны.
Дым от поезда он изображает белыми красками, что говорит о том, что дорога в будущее – это всегда светлое и голубое небо, открытое. По мнению многих зрителей, это лучшее произведение автора в развитии современной живописи Казахстана. В продолжении темы жанровых сцен в 1936 году Костеев пишет картину «Доение кобылиц». Костеев, один из первых художников в Казахстане, стал использовать горизонтальную вытянутую композицию, которая способствует усилению ощущения степного простора природы. На первом плане изображена жанровая сцена. Далее мы видим юрты, идущего чабана с ведром, играющих детей и другие подробности жизни на Джайлау. За аулом вдали изображена горная цепочка, которая замыкает пространство. Горизонт проходит посередине холста, поэтому мы ощущаем себя как бы в центре земли природы. Небо изображено с легкими пушистыми облаками, много света. Пространство картины протянуто вдаль холста. Возвращаясь к теме портрета, из картин Костеева, выполненных в послевоенные годы, большой популярностью пользуется полотно «Портрет Чокана Валиханова», выполненный в 1951 году. Чокан Валиханов – выдающийся казахский ученый, просветитель-демократ первой половины XIX века. Костеев изобразил Валиханова в последние годы жизни, когда в результате болезни он был вынужден покинуть военную службу в кадетском корпусе. На картине мы видим, как у подножья гор разместились юрты с дымящими трубами. Около юрт суетятся люди. Недалеко от них, на берегу живописного озера, на камнях сидит в военной форме Чокан. Его задумчивый взгляд устремлен вдаль, лицо его бледное и болезненное. Но во взгляде видно его переживания и думы о судьбе народа, к родному краю. Костеев в своей композиции стремился охарактеризовать Чокана Валиханова как передового сына своего народа. В обращении Костеева к промышленному пейзажу можно отметить монументальную работу «Аксайская карьера». Это карьера, где добывают камень. Картина изображает горы камней, шумные машины и вереница пыли от больших машин. Тему труда Костеев продолжил в картине «Ковровщица на Джайлау». Мама Костеева была искусной мастерицей, и он с детства видел, как она все это создавала. Под впечатлением своего видения Костеев изобразил женщину, плетущую сырмак. Картина показывает каждодневный труд человека, вместе с тем также он показывает, что традиции казахского народа остаются вечными ценностями культуры. Как я уже упоминала ранее, в послевоенные годы в творчестве Костеева особое место занимает портрет. Работу «Портрет молодого Абая» можно считать этапной в его творчестве. Он создал яркий, запоминающий образ поэта своим творческим воображением художника. Абай изображен в ранней юности, но в то же время по-взрослому с серьезным лицом. В руке Абая раскрыта книга, чтобы полнее раскрыть и подчеркнуть образ Акына. Изображение Абая создает впечатление монументальности портрета. Колорит строится на сдержанных тонах, помогающих сосредоточить внимание зрителя именно на лице Абая. К чисто пейзажному мотиву Костеев обращается в картине «Вид на дом отдыха Совнаркома». Художник передает неповторимые особенности местности, склоны холмов, вершины хребтов, растительность. В этой работе Костеев проявляет себя как замечательный колорист. Он мастерски передает различные оттенки зеленого цвета. Также наряду с зеленым много белого цвета, белые облака на голубом фоне, дома белого цвета, вершины гор. Глядя на эту картину, ощущается свежий горный воздух. В картине «Горный пейзаж» нашему взору открывается панорама красивого реального пейзажа. В этой, казалось бы, небольшой картине он поместил огромное пространство света, природное богатство родного края, бесконечное величие гор и неба и развивающие детали. Возвращаясь к теме портрета, в 1941 году Абылхан Костеев вновь приступает к творческим поискам образа Амангельды Иманова. На этот раз, в отличие от предыдущего портрета, художник больше работал над психологическим портретом, над углублением образа. Фигура сидящего Амангельды выдвинута на передний план.
Все внимание сосредоточено на лице Амангельды. Лицо его очень серьезно и сосредоточено, глаза смотрят смело вперед. В этом лице художник старался подчеркнуть образ национального героя. Этот портрет является одним из лучших произведений Абылхана Кастеева. Уже через 20 лет Кастеев снова возвращается к образу Амангельды. В 1970 году был период расцвета изобразительного искусства, и Кастеев достиг высокого мастерства в своем творчестве. С каждым разом образ Амангельды становится все более совершенным. Именно в этой картине Кастеев осуществил мечту. Он создал монументальное произведение, историю своего народа, которая оставила яркий след в становлении казахского народа. В этой большой экспозиции мы видим на первом плане Амангельды на своем коне, вслед за ним всадники с красным знаменем, а на дальнем плане в открытом поле готовящийся к атаке конный отряд. В этой композиции Кастеев ярко передал образ Амангельды, как образ именно руководителя вооруженного восстания в Казахстане. В 1954 году Кастеев в очередной раз подтвердил звание профессионального художника-реалиста. Картина «Высокогорный каток Медео», исполненная в виде зимнего пейзажа, одна из известнейших работ художника. Картина изображает праздничное открытие, посвященное спортивному мероприятию. На переднем плане изображены фигуры множества людей, и все они разные. Все эти люди пришли отдыхать. Мягкий серебристый колорит, белый снег, голубоватый лед, деревья, заснеженные горы. Мы видим, как картина точно передает каждую ель, растущую у подножья гор. Также, когда смотришь на картину, чувствуешь холодную зиму и ощущаешь морозную свежесть природы. Мы помним, что Кастеев первый стал использовать горизонтальную вытянутую композицию. Это также можно увидеть на картине «Долина Талас». Эту картину можно смотреть с любой точки, и в каждой из них вы увидите свой сюжет и свой центр. Это чисто пейзажное произведение, люди – только дополнение к картине. Кастеев умел точно установить соотношение высоты линии горизонта и масштаба фигур, чтобы определить значимость человека в пространстве пейзажа. Вообще творчество Кастеева – это непрерывное изучение реальности. Художник всегда старается точно передать детали. В этой композиции панорамность и документальность сочетаются с романтическим и поэтическим настроением. Возвращаясь к промышленному пейзажу, в 1972 году он пишет это масштабное тематическое произведение «Капчугайская ГЭС». В этой композиции все детально обрисовано: река, перекрытая плотиной, холмы, серо-зеленая трава, на холмах высоковольтные столбы, современные строения. На втором плане мы видим вид Капчугайское море, голубая гладь воды, еще дальше вереницу гор, летнее легкое небо и маленький вертолет над морем. Эта картина позволяет наслаждаться этим великолепным видом природы и творением человека, построившим плотину. Анализируя и созерцая произведения Абылхана Кастеева, мы увидели, что все его работы, насколько бы они ни были разноплановые, разные по жанру, мы можем смело отметить для себя, что они нам понятны, насколько в них вложено любви, души, силы, чувства, теплоты и радости. Каждая его картина – это реальность, они искренние и простые. Он воспевал человека и человеческий труд. Даже там, где не изображен человек, а просто пейзаж, мы все равно ощущаем присутствие человека, его труд, жизнь, его деятельность, потому что он воспевает гимн народу, бескрайним степям Казахстана, их красоте родной земли. Творчество Абылхана Кастеева является важнейшей эпохой в становлении и развитии национальной изобразительной школы. Поэтому изобразительное искусство Казахстана в рамках юбилейных мероприятий и в соответствии с государственной программой в 2004 году отметило столетний юбилей живописца открытием масштабной ретроспективной выставки его творчества в Музее искусств имени Абылхана Кастеева. Также юбилей Кастеева включен в календарь юбилейных и памятных дат ЮНЕСКО на 2004 год, что является признанием мировым сообществом вкладом Абылхана Кастеева в мировую культуру. В нашем городе в честь художника была названа улица.
художественная школа также носит имя Абылхана Костеева. Как мы можем знать, у Костеева не было непосредственных учеников, но своим творчеством он заметно повлиял на искусство последующих поколений. Навсегда запечатлели образ Костеева такие художники, как Уке Ажиев, Нурмухамедов, Гульфарус Исмаилова и другие художники. Его творчество всегда будет светлым и радостным источником искренности и подлинной любви к людям и искусству.